Без света, воды и тепла. Нет, это не средневековье, это Таджикистан сегодня. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как граждане Таджикистана обращаются к властям. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Вода на вес золота. По прогнозам специалистов, через 10 лет 2/3 населения планеты будут жить в условиях водного дефицита. Около 500 домохозяйств в третьем микрорайоне Худжанда уже 2 месяца страдают из-за отсутствия воды. Теперь жители, которые еще 2 месяца назад по графику покупали воду, вынуждены таскать ее с улицы в свои многоэтажки. В компании по водоснабжению ООО «Хизмат-Расон» 2013 говорят, что вынуждены брать воду из скважины низкого давления в третьем микрорайоне, потому что скважиной Сартукай из-за долгов им больше не дают возможность использовать. Но и перед ними есть долги. Им, в свою очередь, за воду не платят власти и жители города. Речь о сотнях тысячах самани, но обо всем по порядку. Житель дома номер 15 Александр Бакчук говорит, что уже 2 месяца носит воду из улицы. Эти дома расположены на окраине города, рядом с Агдийской свободной экономической зоной. На протяжении многих лет жители этих домов по определенному графику покупали воду у компании Хизмат-Расон 2013, но за последние 2 месяца давление воды резко упало, а после вода и вовсе исчезла. Раньше воду давали 3 часа утром и 3 часа вечером. Давление было лучше, вода подымалась до 5-го этажа, а сейчас даже до 1-го этажа не добирается. Мы вынуждены таскать воду в емкостях из резервуаров, которые сами построили возле дома, или из других мест, говорит Бакчук. Каждый день один из членов семьи Махфират Мирзамуродовой занимается запасом воды. Ее дом заполнен 5-10-литровыми емкостями. И такую картину можно увидеть в квартирах около 500 семей в этом микрорайоне, где в общей сложности от нехватки воды страдает около 1500 человек. Мы живем в условиях антисанитарии и сильной нехватки воды. Одну и ту же воду используем трижды. Сначала лицо, руки, затем используем в туалете. Стираю в доме дочери в другом районе города, жалуется одна из жительниц Махали. Жители домов в этом районе месяцами остаются без воды, утверждая, что платят 2 самани за каждый кубический метр. При этом стоимость водопользования в других районах Худжанда, обслуживаемых предприятием Худжанд-водоканал, составляет 1,20 самани. По словам жителей, после распада Советского Союза насосная станция стала частной, но проблема с водой не была решена. А как вы относитесь к такой ситуации? Ведь проблемы со светом, с теплом, теперь еще и с водой. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Александр Бакчук говорит, что на верхние этажи здания вода из резервуара перекачивается насосами. Для решения проблемы низкого давления воды каждое домохозяйство потратило более 2000 самани, но теперь даже этот резервуар не наполняется водой. Еще одна жительница этого района, Гульсара Урунова, также жалуется, что уже несколько месяцев не может помыть детей горячей водой, потому что вода до них не доходит. Один учится в школе, я должна каждые выходные водить его в дом сестры, чтобы он искупался. Другой ребенок инвалид, и его невозможно перемещать, поэтому вот уже больше месяца он не может помыться. У нас в ванной есть электрический водонагреватель, а самой воды нет, говорит Урунова. Председатель одного из домов Хабиба Хашимова говорит, что для хранения воды во дворе соорудили пруд. Он, правда, в основном предназначен для орошения деревьев, но они вынуждены использовать эту воду. Мы обратились в правительство и прокуратуру, где нам обещали, что вода будет, но по происшествии нескольких дней проблема не решилась. Мы согласны на подключение к системе водоснабжения Худжанд-водоканал. Однако там говорят, что нужно много денег, чтобы закупить и проложить к нам трубы, говорит Хабиба Хашимова. Насим Фазилов, директор ООО «Хизмат-Расон 2013, сказал, что власти Худжанда и население должны этой компании сотни тысяч самани, вследствие чего компания переживает финансовый кризис. Фазилов говорит, что в этом году он несколько раз писал письмо в адрес мэрии Худжанда, чтобы расплатились с долгами, и компания вышла бы из кризиса и смогла решить проблему с нехваткой воды населению, но безрезультатно. По словам официальных лиц компании, в настоящее время управление жилищно-коммунальными хозяйствами Худжанда и его клиенты должны компании 208 548 самани. Жители 3-го микрорайона говорят, что уже 2 десятилетия страдают из-за нехватки воды. Неоднократно в обращениях к Хукумату Худжанда они предлагали собрать с каждого домохозяйства по 100 самани, чтобы можно было проложить водопровод от 8-й
Махали города и подключиться к единой системе Худжанд-водоканала. В Худжанд-водоканале говорят, что согласно проекту трубы к Махалям 1, 2 и 3 микрорайонов будут проложены в 2022 году. Затем содержание 9 проблемных домов, в том числе водоснабжение, будет передано на баланс этого предприятия. Но у жителей мало надежды на то, что проект будет реализован. А как вы относитесь к такой ситуации? Ведь она не едина в нашей стране. Повсеместно людям не хватает воды и света. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.